Сейчас в Казани находится капсула настоящего космического корабля «Союз-ТМ». На ней вернулся на Землю факел Олимпийских игр в Сочи, который побывал на орбите. Основатель отечественного ракетостроения и пилотируемой космонавтики Сергей Королев 3 года жил в Казани. В доме на улице Лядова установлена мемориальная доска. В середине 40-х он трудился в закрытом конструкторском бюро при авиационном заводе. Здесь разрабатывали ракетные двигатели. 1 мая 1945 года Сергей Королев вместе с конструктором Валентином Глушко создали в Казанском авиационном институте первую в стране кафедру ракетных двигателей. Кафедру они создали так. Они создавали здесь с 1942 по 1946 год ускорители самолетов. То есть представь себе, что здесь сделали за годы войны 11 тысяч самолетов Петлякова. Это двухмоторные двигатели, это пикирующие бомбардировщики. Им в хвост ставился такой двигатель, который ракетный, который увеличил скорость на 200 км в час. А первый настоящий промышленный двигатель, это вот его схема, он был создан здесь на 16-м заводе под руководством Глушко, Валентина Петровича и Королева. Сам же Казанский авиационный институт был открыт еще в 1932 году. С 1973 года вуз носит имя Андрея Туполева. Советский авиаконструктор в годы войны неоднократно посещал Казанский авиационный институт и руководил продувкой моделей своих самолетов. Впоследствии по инициативе Туполева был создан первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104. Аэродинамическая труба, которая сейчас находится в 4-м здании КАИ, тогда находилась в годы Великой Отечественной войны там же. Она была с 1941 по 1943 единственной действующей в стране. Андрей Николаевич Туполев приезжал сюда и руководил продувкой самолета. И П-2, и Ту-2, и Ту-4 потом создавался. Кафедра ракетных двигателей со временем стала кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок. Сейчас здесь готовят специалистов широкого спектра. Практически целевая подготовка специалистов, которые востребованы для нашей страны. То есть мы, понимая, что будущее нашей обороноспособности ракетно-космической техники связано с перспективными разработками. Считаем, что на сегодня ракетные двигатели на химическом топливе исчерпали свои возможности. Теперь надо искать новые физические принципы, которые позволили бы совершить прорыв, технологический прорыв. Как отмечают, в последние годы растет число студентов. В минувшем зачислили 25 человек, в этом планируют уже 45. Выпускников, как и их предшественников, ждут на крупных промышленных предприятиях страны и в ведущих научно-исследовательских центрах. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.